Депутаты Илтумен обсуждали с властями Мирного и вопрос занятости населения. Так, повысить квалификацию или обучиться другой профессии предлагает безработным мирницам Центр занятости населения. Здесь также реализует программу организации профессионального обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком. Продолжат коллеги. Светлана Аршава – инженер-технолог швейного производства по образованию. Пока находится в декретном отпуске, решила получить еще одну профессию – специалиста по работе с персоналом. Записалась на краткосрочные онлайн-курсы в Центре занятости. Нововведение, допустим, что мы имеем возможность обучаться дистанционно онлайн. То есть если раньше нужно было куда-то ходить, мало ли не с кем оставить ребенка, потому что в силу того, что мы сидим в декретном отпуске. А здесь, пожалуйста, дома в свободное время ребенка спать уложил и включил компьютер, получил почту посредством электронной почты, прочитал, ответил на вопросы. Ну, конечно, нужно было почитать. Вот уже третий год специалисты центра обучают молодых мам. Правда, сами не занимаются профобразованием женщин. Они проводят электронные аукционы, а образовательные услуги оказывают победители. За последние 3 года, это вообще за историю сотрудничества с данной категорией граждан в Центре занятости, это самый большой выпуск. Из 22 направленных завершили обучение 19 человек. Условия для участников программы не меняются. Требования самые простые. Это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и состоящие в трудовых отношениях с работодателем. Для того, чтобы Центр занятости направил данную категорию граждан на бесплатные курсы, им необходимо обратиться в службу занятости и заявить свое желание пройти курсы. Необходимо предоставить документы, которые будут подтверждать тот факт, что они действительно находятся в трудовых отношениях. Повысить свою квалификацию или пройти переобучение – хороший способ, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке труда. Главное не сидеть на месте, а участвовать в бесплатных программах, которые сегодня предлагает государство.